Ну, вот это актуально, да. Вот это широкая проблема. Да, но государство все равно либо не заинтересовано, либо все равно этим не занимается. В частности, таких стран. Она... Заким Магомедович сказал про то, что в большинстве своем молодежь не хочет изучать язык. Я всего 3 класса проучился в Дагестане. Я рад, что мне в школе, да, мне тоже было тяжело изучать язык лезгинский. Письменность тяжелая, говорить тяжело, мучился. Но я благодарен, потому что я до сих пор знаю язык, хорошо говорю на свой язык. Я рад, что меня заставляли учить свой родной язык в школе. Тогда я этого не понимал. Это государство обязано этим заниматься. Это нужно делать не по 2 часа в неделю, а нужно создавать широкий методический материал по языкам. Вину ставят учителям, но как я уже успел узнать за время, которое было, что нету даже гуманитарных методичек для учителей. Нет. По языкам. Да, ну, вот. Я лично считаю, что раз уже это общественная палата, раз же общественное служение, Магомедов Дмитриевич сказал про ООН, про коренные народы, отделение. Единственная из России организация, которая туда входит, это народы из Сибири и Сибири и Дальнего Востока. Они вошли туда организованы. Все эти народы довольно многочисленные. Как организовали единую организацию, вошли туда и пользуются всеми привилегиями. Да. И действуют успешно внутри. У нас же в Дагестане получается так, если президент аварец, значит все вопросы о вас решаются в первую очередь. Если Даргинец, Даргинский и так дальше. Я более чем уверен, какой бы народ не прошел, так и будет. Это не изменится. И поэтому пока какая-то общественная составляющая, пока общественники не будут высказывать свою позицию, пока не начнут работать, в том числе выходя на международный уровень, ничего не изменится. Закон приняли, но до сих пор даже текста закона нет. В какой он форме? Закон не принят еще. Не принят. Вот мы не можем даже его проект найти. Да. Российский закон принят. Большинство субъектов Российской Федерации законы приняли. У нас в республике еще с конца 90-х, начала 2000-х вот это факт. Да, говорят, что это надо, тем более Дагестан, вы знаете, это как букет цветов, здесь столько языков. Здесь в первую очередь надо было принимать. То есть, поэтому... Видимо, есть какие-то причины, по которым мне широкая общественность не дает доступ к этому материалу. Возможно, есть причины. Можно я скажу? Молодой человек понял, почему... Представьте, пожалуйста. Я представитель Аварской газеты, Сухамина Машасия. Так, прежде я скажу, как зашла к покойному Гамзатовичу, мы говорили о языке, он сказал следующее. Где нет закона, там беззаконие царствует. В наших языках как раз таки царствует беззаконие.